Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. В прямом эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении, и радио ТТИМ Саха-Радиото национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Михаил Эверстов. В студии сегодня редактор Юрий Сергеев. Здравствуйте. В нашей сегодняшней передаче итоги прошедшего второго республиканского антифашистского форума, состоявшегося в республике Саха-Якутия. Это в первой части нашей программы. Затем во втором блоке телерадиопрограммы итоги работы студенческих строительных отрядов нашей республики. Ну что ж, переходим к нашей первой теме передачи. Надо сказать, что действительно в республике прошли мероприятия, и довольно их много было, в рамках второго республиканского антифашистского форума. Сегодня у нас в студии член Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Республики Саха-Якутия Наталья Альбертовна Кашперская. Добрый день, уважаемые зрители. Юрий, очень рада быть у вас в студии снова. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, я тоже к вам обращусь. Если у вас в ходе нашей сегодняшней телерадиопередачи возникнут какие-то вопросы, пожелания, пожалуйста, звоните нам в студию. Телефоны 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Ну что ж, мы начинаем нашу передачу. Наталья Альбертовна, тут, наверное, все-таки давайте начнем с этого. Да? Вот цели, задачи нынешнего второго республиканского антифашистского форума, каковы же все-таки особенности этого форума, скажем, чем прошедшего в прошлом году, первого антифашистского форума? В прошлом году был первый. Да. Вы знаете, я очень горжусь тем, что мне посчастливилось не просто принять участие в первом антифашистском форуме, но еще и модерировать его. Да. И для меня это была большая честь, это было очень здорово. Мы его проводили в начале декабря, приурочен он был ко Дню героев. У нас есть такой замечательный праздник. В этом году тоже мы готовимся его праздновать и отмечать широкомасштабно. В этом году он немного раньше был проведен уже в начале ноября, и приурочен был к Дню народного единства. Форум проводился и в прошлом году, и в этом с большим количеством гостей, федеральных спикеров, участников. Проводились они как в режиме очного взаимодействия с гостями, так и с использованием видеоконференц-связи. То есть из Москвы, из других городов подключались люди, спикеры и выступали. В любом случае, цель форума – это, конечно же, консолидация усилий. То есть сейчас, в очень сложный период времени, когда мы отстаиваем целостность нашей страны, когда боремся за существование России как страны и сохранение нас как народа, конечно, очень важно не допустить разделения мира на тех, кто за и против, тех, кто активен и пассивен. То есть никаких разделений сейчас не должно допускаться вообще. Поэтому такие большие мероприятия, такие форумы, они очень важны. Потому что когда ты находишься при большом количестве людей, которые объединены общей идеей, ты понимаешь, что эффект синергии, он есть. Поэтому нам очень важно было создать условия для того, чтобы молодые люди, подрастающее поколение понимали, что не единицы являются в нашей стране патриотами, а что нас много, тех людей, которые борются за целостность нашей страны. Поэтому, конечно, значение этих форумов неоценимо абсолютно точно. Да, хотелось бы, конечно, привести слова из обращения Юрия Петровича Трутнева, заместителя председателя правительства Российской Федерации, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. И он что сказал, обращаясь к участникам уже второго республиканского антифашистского форума. Воины Якутии, как и весь советский народ, многое сделали для победы над фашизмом. К сожалению, в ряде стран эта идеология вновь возрождается, а значит, и нам необходимо возобновить борьбу. Не только в зоне специальной военной операции, но и за умы наших граждан.
Конечно, я И бесспорно прежде всего, наверное, солидарна. за молодежь нашу, Да, да, за конечно, их конечно. мгм, Смотрите, что получается, да, у нас воспитание. 30 лет мы, к сожалению, не занимались этим вопросом напрямую, да, Да. несколько опосредованно он был. Но, кстати, вот в республике у нас эта проблема не так, мне кажется, остро стоит, потому что вот национальная идентификация, желание и возможность носить национальную одежду без осуждения, Мгм. говорить на родном языке, это же тоже проявление патриотизма. Поэтому как-то у нас, мне кажется, все не так плохо всегда было, даже в тот период, когда мы говорим о 30-летнем забвении патриотических основ. Вот. Но в любом случае сейчас, конечно, действительно нужно возобновить эту борьбу, но мне кажется, что у нас происходят какие-то позитивные преобразования, надо сказать. Мгм. У меня есть опыт общения с детьми школьного возраста, особенно младшего школьного возраста, среднего звена. И вот мне очень нравится, что у этих детей сейчас возникает потребность и необходимость изучать историю. Не из-под палки, не потому что задали, а потому что давайте посмотрим какой-то исторический фильм, обсудим. Мгм. То есть у детей появляется возможность гордиться своей страной. И это очень важно. И сейчас, обращаясь ко всем телезрителям, я, конечно, хочу, чтобы бабушки, дедушки, родители, они поддержали, если у ребенка появляется желание узнать о своей истории своей страны, нужно, конечно, это культивировать. Нужно поддерживать, нужно создать реально условия для того, чтобы мы вырастили настоящих патриотов. Да, надо сказать действительно, что второй республиканский антифашистский форум, ну, конечно, крайне важна ее, конечно, работа, да, профработа, вот, против искажения исторических событий. Вот, конечно, как вы сказали, форум — это всегда сплочение здоровых сил общества. Ну, в общем-то, у нас в республике, ну, я бы, наверное, сказал, в целом по Российской Федерации, да, происходит этот процесс Да. сплочения, да. Конечно, и это подтолкнуло и проведение специальной военной операции, да, в том числе. Но самое главное, скорее всего, это. А то, что вот говорить, конечно, о возрождении, как вот сказал Юрий Петрович Трутнев, фашизма, конечно, это приходится только сожалеть, что вот наши западные страны, и даже вот последние, мы все, наверное, прекрасно телезрители, радиослушатели знают об этом, что действительно сегодня идеология нацизма, идеология фашизма, она где-то все-таки зарождается, она уже, наверное, зародилась, скорее всего, да, в умах нынешних ведущих западных политиков. Конечно, конечно. А поскольку у нас были очень в моде и популярны западные ценности, Да. то, к сожалению, наши дети тоже получали не всю ту информацию, которую им нужно было получать. Но вообще я хочу сказать, очень здорово, что у нас есть патриоты с большой буквы. Патриоты — те люди, которые инициируют подобные мероприятия. Я не могу не назвать Пожалуйста. имя Андрея Сандоминовича Федотова, который был инициатором проведения вообще вот этого антифашистского движения, проведения этих форумов. Это первый заместитель председателя правительства нашей республики, который курирует это направление. Ну и, конечно, я хочу назвать орган исполнительной власти, который занимался непосредственно проведением этих мероприятий всех. Это Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. Конечно, это работа целой команды, огромной команды. И органы исполнительной власти, и постоянного представительства, и, конечно, других общественных организаций, потому что число людей, которые приняли участие в различных мероприятиях форума, а форум — это не разовое мероприятие, которое проводилось в один день, это целая декада, по сути дела, которая вместила в себя разные локации, разных людей, активности. Да. И, кстати, вот во втором форуме, что было хорошо и отличие от первого, что была возможность подключиться онлайн из улусов и послушать, по крайней мере, пленарную часть заседания послушала в режиме видеоконференц-связи более 2000 человек. Это тоже большое достижение, возможность каждого, не выезжая, не покидая родное село, деревню, Да. принять участие вот в таких мероприятиях. Поэтому Конечно, это здорово. если посмотреть, конечно, было программу, да, вот второго республиканского антифашистского форума, там обозначено было 21 мероприятие, Да, проведенное, да. да. Эти классные часы, различные лекции, да, встречи с участниками СВО, значит, классные часы, вот, тема, вот, важный разговор, да, в общем-то. Концерты были, да, и выставки. концерты были, выставки. Они проходили действительно во всех наших улусах, районах, да, далеких поселениях у нас в республике Саха-Якутия. Поэтому действительно это вот нынче приняло такой какой-то масштабный характер. Надо сказать, что вот выступая вот на пленарном заседании, кстати, советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского, он, значит, тоже приехал и выступил вот на пленарном заседании, да, ну вот, а накануне он провел вот встречи с молодежью
нашей республики, да, побывал, значит, в учебных заведениях, он подчеркнул, что у жителей Дальнего Востока патриотизм и любовь к родине это заложено генетически. Это Да, вот здорово так. же, Да, очень это, приятно это слышать. да, поэтому он поблагодарил, конечно, якутян, нашу республику, руководство республики за восстановление православного храма, социальных объектов в Кировском. Вот, жители получают, конечно, да, сейчас Докучаевск, действительно, наша республика в первых рядах, я считаю. Конечно. И тут надо заметить, что первый антифашистский форум ведь был проведен по инициативе нашего главы. Да, конечно. Сергеевича Николаева, да, поэтому здесь, конечно. Ну и кто у нас нынче вот приехал к нам поддержать Да, нас? у нас были очень такие знаковые гости, очень важные. Ну, во-первых, в режиме видеоконференц-связи было много представителей и первого форума, то есть сквозные такие линии можно провести. Да. Но мы, конечно, очень рады тому, что непосредственно в работе антифашистского форума принимал участие непосредственно сам Айсен Сергеевич Николаев, вот, заместитель главнокомандующего войсками Восточного военного округа и по военно-политической работе, начальник военно-политического управления вооруженных сил Роман Борисович Греков. Кстати, у меня многие коллеги мои были члены общественной палаты, были на встрече с ним и пришли очень воодушевленные с этой встречи, гордились тем, что именно Роман Борисович отметил, что Республика Саха-Якутия отличается от прочих регионов тем, что у нас очень здорово продумана логистика помощи людям. То есть от волонтерского движения, от плетения сетей до сбора необходимого груза, который, гуманитарной помощи, которая абсолютно четко проходит все этапы от сбора до транспортировки и до непосредственно адресата. Кроме этого, конечно, это и работа наших коллег, которые находятся на передовой. Вот, поэтому, конечно, вот на всех этапах мы продумали, как это сделать, и он говорит, что этот кейс, который сейчас, он об этом везде рассказывает и транслирует эту информацию и в других регионах. Тоже испытываю гордость за то, что в Якутии еще есть позиция, которой можно гордиться. Да. Это очень приятно, очень здорово, и он молодец, он по инициативе Комитета семей воинов Отечества, в частности, была организована встреча с ним, и на этой встрече как раз он говорил о том, в чем есть острая необходимость у бойцов, что необходимо им отправлять в первую очередь, в каком формате. То есть состоялся такой, знаете, очень человечный разговор, который нам на многие вещи открыл глаза, мы как-то для себя прояснили какие-то позиции, что нужно, что не нужно отправлять, в чем есть острая потребность. Поэтому большое спасибо за такой откровенный разговор и, конечно, организаторам, что это стало возможным, потому что человек занимает очень большой пост. У нас в республике, по-моему, 4-й раз был. И как бы очень трепетно относится к нашему региону. Это тоже приятно. Но если вернуться, конечно, к прошедшему пленарному заседанию Второго республиканского антифашистского форума, ведь там приняли участие и творческие коллективы, да, наши. Да. Это как-то вот немножко разбавило, скажем, такую вот, да, тоже все-таки и творческая интеллигенция тоже находится в этом таком, да, русле патриотизма, вот, и одухотворенности, скажем, да, вот той ситуации, которая вот сложилась. И там прозвучали ведь очень много таких патриотических песен, и в том числе вот вокально-инструментальный ансамбль «Мы есть мы», да, Восточного военного округа тоже вызвал тоже аплодисменты среди зрителей, участников форума, да. И вот мне лично запомнилось вот выступление героя Российской Федерации Радомира Максимова и Легентяя. Вот они вдвоем выступили. Наши тоже. Звезды, и, надо сказать, в сопровождении духового оркестра под управлением заслуженного артиста республики Ивана Сивцева они исполнили, ну, прекрасную песню, скажем, военных, того далекого военного периода на безымянной высоте. И просто это было волнительно, конечно. Да, это же очень хорошо помню эту песню. Да. Ну, вы знаете, вообще надо сказать, что когда мы переживаем какие-то серьезные события, ну, на уровне страны, когда идет специальная военная операция, всегда обостряется желание людей творить, писать стихи. Ведь очень многие ребята, которые защищают честь нашей страны сейчас на передовой, они тоже никогда
не используя перо в качестве вот своего оружия, они пишут стихи. Таких очень много. Вот в рамках того проекта, который реализуется на полях Общественной палаты нашей республики и Высшей школы инновационного менеджмента, проект «Свои», у нас очень много есть тех людей, которые приходят со своими сборниками стихов уже, понимаете? Да. То есть вот творчество, оно неразрывно связано, то есть желание не столько уйти от реальности, нет, конечно, но выразить все, что у тебя накопилось в душе через слово, это очень важно. Поэтому, да, судя по тем цифрам, которые мне вот коллеги приготовили, у нас, посмотрите, охват вот тем самым концертным движением «Мы есть мы», ансамбль, 840 человек приняли участие. Это и в городе Якутск, Намцы, в Саха-академическом театре 440 человек. Ну, то есть залы полные, понимаете? Есть потребность в этом, есть желание. И знаете, вот во время первого антифашистского форума там была программа построена таким образом, что сначала была пленарная часть, а потом концертная. Вот те люди, которые остались на концертную часть, мало было тех, кто не плакал. И это были где-то слезы гордости, где-то слезы радости, особенно когда премьера песни там была про танк Алёша, про наш танк. Да, не говорите. Да, то есть это вот примеры, которые вот они рядом, это реальные люди, с которыми мы живем вместе, и мы гордимся тем, что среди нас есть такие герои. То есть героизация общества, она по-разному может проявляться, и через творчество тоже. Да, действительно, вот надо сказать, что вот, кстати, на прошедшем первом антифашистском форуме глава республики Александр Сергеевич Николаев как бы дал поручение, чтобы больше привлечь молодежи, да, детей вот, к патриотическому, да, движению. Вот, и там, в общем-то, на пленарном заседании, по-моему, прозвучали цифры, что 85 тысяч уже молодежи, да, они уже участвуют в различных мероприятиях патриотического, да, направления, и 20 тысяч уже выросло вот количество детей. Да, вы знаете, это как раз тот самый вариант, про который я говорю. Да. Взрослые люди, государство, мы должны создать условия. То есть бесполезно говорить молодому человеку, что надо быть патриотичным, надо проявлять патриотизм. Это бессмысленно. Мы должны либо показывать это своим примером, согласитесь, либо создать условия для того, чтобы ребенок начинал гордиться тем, что он гордится своим классом, своей школой, своей страной, своей республикой, своим улусом. И у нас должны быть поводы для этой гордости. И вот мы, взрослые люди, должны создать действительно это. Когда обсуждали совсем недавно с командой управленческой нашей республики, что такое вообще патриотизм, и вот там решили, что каждое муниципальное образование, каждая школа, они должны придумать такие проекты, которые вовлекают детей в какую-то активную деятельность. Поэтому, коллеги, не только чтение книг, не только просмотр фильмов, но и непосредственное деятельностное отношение к тому, что происходит вокруг, это очень важно. Только так можно сформировать настоящий патриотический дух у подрастающего поколения. Ну что ж, Наталья Альбертовна, времени у нас остается совсем немного до конца, да, прямого эфира. Вот давайте несколько слов о резолюции второго республиканского антифашистского форума в Республике Саха-Якутия «Победа в моем сердце». Пожалуйста, вам слово. Ну да, резолюция сейчас, надо сказать, что она еще не имеет завершенный вид. Да. Она сейчас, насколько я помню, до 15 числа идет ее формирование. Поэтому, обращаясь ко всем, кто нас сейчас слушает и смотрит, можно внести свои предложения, которые будут рассмотрены, да, для формирования итогового документа. Но отдельно мне бы все-таки хотелось сказать, что в новой резолюции якутяне призвали поддержать Верховного главнокомандующего, армию, флот в достижении всех задач специальной военной операции, а также работу Республиканской комиссии «Вместе к победе», вот как объединяющая силы всех, кто готов стать в строй против врага нашей страны. Ну и, конечно, принять участие в марафоне «Победа в моем сердце». Ну, кстати, вот о предложениях в резолюцию второго республиканского антифашистского форума в Республике Саха-Якутия «Победа в моем сердце» можно направить прямо сейчас, вот в эти дни, да, в адрес Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса на электронную почту, ну, по-английски там все, да, фонд 22 @mail.ru до 15 ноября
уважаемые телезрители, радиослушатели текущего года. Ну что ж, у нас остается, наверное, уже минута, да, практически даже и меньше. Наталья Альбертовна, что бы вы сказали еще, обращаясь к нашим телезрителям и радиослушателям? Да, уважаемые друзья, сохраняйте веру в то, что победа будет за нами. Я нисколько в этом не сомневаюсь. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время. И самое главное, чтобы каждый из нас чувствовал меру ответственности за то, что независимо от того, где мы находимся, на передовой, либо в глубоком тылу, от нас зависит очень многое. От каждого на своем рабочем месте. Поэтому посмотреть на себя и задать себе вопрос, что я могу сделать для победы, и сделать это. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, на этом наш первый блок передачи «Якут сегодня» подошел к концу. Оставайтесь с нами. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это «Якутск сегодня», напомню. Продолжаем нашу передачу. Итоги работы студенческих строительных отрядов Якутии. Вот об этом сегодня мы поговорим с нашими собеседниками. Я их сейчас представлю. Это руководитель регионального штаба Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Айцин Владимирович Соловьев. Здравствуйте. День добрый. Так, и мастер регионального штаба Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Олег Семенович Сергучев. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот, уважаемые слушатели и телезрители, ну, я думаю, что если вдруг в ходе нашей передачи возникнут вопросы какие-то, то, пожалуйста, звоните по телефонам 32 2011 и 32 11 66. 32 2066 и 32 11 66. Ну что ж, мы начинаем нашу передачу. И думаю, что, конечно, молодежная тематика в нашей передаче «Якутск сегодня» звучит, в общем-то, постоянно, я бы так назвал бы. Ну, вот то, что к нам сегодня подошли вот в это время руководители студенческого строительных отрядов нашей республики, это очень, конечно, тоже значимо. Ну, каких результатов все-таки вот достигли студенческие отряды уже вот в 2024 году? Вам слово, пожалуйста. Еще раз добрый день. В 2024 году тут не студенческие строительные отряды, а в целом студенческие отряды достигли довольно-таки больших результатов. По сравнению с предыдущим годом мы выросли практически в 1,6 раз. То если в прошлом году у нас было 2700, то в этом году мы охватили порядка 4500 бойцов студенческих отрядов. Работаем мы по таким направлениям, как студенческие строительные отряды, одно из направлений, которые работают в промышленности, строительных компаниях по благоустройству муниципальных образований города Якутска. В этом году у нас работал региональный студенческий трудовой проект «Острог», где приняли участие порядка 200 человек. Также работали по ликвидации последствий весеннего половодья в Намском районе, в Алекминском районе. Есть еще отряды, которые работают в дорожном хозяйстве, такие в подрядных организациях Упурдор-Вилюя. Также другое направление — это студенческие педагогические отряды, это наши вожатые, работают в детских лагерях, наверное, все их знают, все их видели. Наши сельскохозяйственные отряды работают в сельхозпредприятиях республики по сбору дикоросов, лиственного чая, работают на рыбообработке в рыбоперерабатывающих заводах Дальнего Востока. Это Камчатка, Сахалин, Хабаровский край. Также есть студенческий отряд проводников. Уже второй год данное направление работает. Оно создавалось только в прошлом году. И в этом году они вот уже объездили там практически каждый боец там в среднем по 50 тысяч километров по всей России они объездили, работали проводниками в пассажирских вагонах в компании РЖД, Железные дороги Якутии. Есть еще студенческие медицинские отряды, работали в медицинских организациях нашей республики, на должностях младшего персонала, там, санитары и так далее. Есть студенческие сервисные отряды в этом году на играх Дети Азии, они прям усиленно
в большом количестве отработали, и как контролеры-распорядители, и в сфере питания, и в сфере там, заселения участников игр. Также есть 2 отряда, которые выезжали в Краснодарский край. Ежегодно 2 отряда у нас выезжают, работали на межрегиональных студенческих трудовых проектах на базе там, санаторных, курортных, гостиничных комплексов. И также есть у нас студенческие специализированные отряды, которые работают в навигации, работают по сетям, работают с населением, работали переводчиками и так далее. Есть еще у нас направление, которое мы 3-й год развиваем, это трудовые отряды подростков. Это несовершеннолетние, школьники, они вот у нас работали как раз-таки по благоустройству территории города Якутска, работали дворовыми вожатыми, работали еще в лагерях труда и отдыха, через центр занятости трудоустраивались, еще принимали участие в археологических раскопках. Ну что ж, скажем, студенческие отряды востребованы оказались все-таки, да? Это ведь так вот, например, раньше в те годы, если так взять, то студенческим отрядам ведь строители много чего доверяли строить, даже на селе, скажем, фермы там, да, вот такие. А нынче как вот, какие-то крупные объекты были построены или нет? Как-то доверяют сегодня студенческим отрядам в этом смысле? На территории республики действует и работает Всероссийская студенческая стройка «Север». На Чаиндинском нефтегазоконденсатном месторождении строятся объекты «Силы Сибири» в Ленском районе. Там вот ежегодно, начиная с 2017 года, там сотни тысяч студентов с уголков со всей России приезжали, работали. И этот год тоже не исключение. Там работали порядка 360, где-то 400 студентов с разных регионов. Наши ребята там тоже были. Тут тоже масштабные объекты. Такой же объект еще продолжает строиться еще в Валданском районе. Там у нас тоже ребята работали. Есть ребята, которые работают в строительстве жилых домов. Ежегодно наши ребята помогают там в строительстве практически всех объектов, которые строятся по национальным проектам. По национальным проектам, да? Вот зимой прям усиленно помогали закончить онкологический центр и, так сказать, принимаем участие во всех это внутри республики нашей. А какие вот регионы вот вы охватили, да? Вот студенческий отряд нашей республики. Ведь там тоже работают наши ребята. Да, вот как я уже сказал, у нас рыбообработчики выезжали в Камчатский край, Сахалин, Хабаровский край. Вот это те направления, которых часто всего люди знают, слышали об этом. Есть ребята, которые в Краснодарском крае работали, там у моря своя, конечно, романтика. И, так сказать, работа в сфере гостеприимства и сервиса. Но все-таки, конечно, работать за пределами республики это всегда ответственно, конечно, да? Да, конечно. Надо держать марку все-таки, да, наших якутских студенческих отрядов. Вот, поэтому здесь я не зря спросил, может быть, этот вопрос, и все-таки там отбор, наверное, все-таки там другой какой-то, да, более, наверное, как-то люди, именно имеющие уже навыки какие-то, наверное, да, опыт какой-то работы. Всегда все это проходит на конкурсной основе. На конкурсной основе, да? Наши отряды уже, в принципе, на всероссийском таком уровне уже давно уже о себе заявили, то, что есть у нас хорошие ребята, хорошие отряды, которые готовы работать, трудиться. И активно принимают участие там в общественно-полезной деятельности. Всегда тоже интересует наших, может, и телезрителей, и радиослушателей, каков уровень средней заработной платы все-таки нынче? Это по направлениям. Да. Все зависит от направления, от видов договоренности, от видов работ, которые выполняются. Например, в строительных отрядах можно заработать, начиная от 40 тысяч до 80 тысяч в месяц, можно даже больше заработать в зависимости от договоренностей. Да. Рыбообработчики у нас все зависит, конечно же, от рыбы, объема рыбы, которая обработана. Там тоже начинается от 40 тысяч и доходило до 200 с лишним тысяч в месяц. В этом году проводники меня очень сильно обрадовали. Они в месяц заработали практически тоже на уровне 200 тысяч рублей на этих работе проводником пассажирских вагонов. Вожатые, в среднем тоже где-то в районе 40-60 тысяч рублей в месяц. И примерно то же самое по другим направлениям. Подростки, конечно, зарабатывают чуть поменьше, потому что у них там ограниченное время работы, ограниченные виды работ, к которым они привлечены и так далее. А все-таки грядущие мероприятия каковы еще? Что еще у вас впереди? Что ждет?
Ну, юбилейный год у нас в этом году. Так. Это вот Олег Семенович Ага. Олег, ну-ка вам слово, пожалуйста, тогда. расскажет. Так, у нас в этот четверг пройдет юбилейный слет студенческих отрядов. Какой по счету? Юбилейный это у нас 65-й. 65-й, да? Пройдет в Москве. Мгм. А вот в четверг у нас пройдет слет студенческих отрядов Якутии, посвященный закрытию трудового семестра 2024 года в культурном центре Сергеляхс и Огни Так. Северо-Восточного федерального университета. А также у нас будет совещание с нашими работодателями, министерствами. И вот буквально начиная со следующей недели, с 19 числа, наши ребята уже начинают вылетать в столицу нашей России, в город Москва, где пройдет юбилейный слет студенческих отрядов, посвященный закрытию. Юбилейный 65-й год будем отмечать в Кремле, в Государственном Кремле. Мгм. С нашей республики делегировано 124 бойца. Бойца, да? Да, Ну, студенческих это- отрядов. Мгм. Хорошо, там и юноши, и девушки. Да. Кстати, вот Там насчет и ветераны, и наши ветераны, партнеры, да, и, да. ага, очень хорошо. Насчет ветеранов, буквально Несколько слов, на пожалуйста, прошлой неделе наши ветераны встречались, ветераны советского периода. Интересно, да. Да. Мгм. Они О чем шла речь там, вот, что они? вспоминали прошлые Вспоминают. года, давали наставничество и так далее. Мгм. Ну, все-таки наставничество сейчас ведь стало уже тоже так сказать, значимым, да, Да. популярным стало все-таки, да, вот, Айсен Владимирович, вот что-таки наставничество, и уже это и глава государства российского, да, вот Владимир Путин тоже поднимает тему наставничества, все-таки, да, это должно сегодня превалировать, наверное, скажем, во всех сферах нашей, скажем, жизни. Да, да. Ну, вообще движение студенческих отрядов это такое одно из таких организаций, которые вот существуют очень долгое время, период времени, 65 лет. И данная организация на сегодняшний день сохранила практически все те традиции, которые да. зарождались тогда, вот 65 лет назад, все вот традиции, понятия, правила и так далее, ценности, и из поколения в поколение все это передавалось. И сейчас мы вот продолжаем эти славные традиции, бережем наших ветеранов, всегда их собираем, прислушиваемся, и вот эта тема наставничества, она должна быть и в повседневности, так сказать. Да, конечно, да. И вот глава государства Владимир Владимирович Путин тоже является ветераном движения студенческих отрядов, тоже работал в студенческом строительном отряде Фемида, и как раз-таки по его примеру другие руководители на различных уровнях тоже поддерживают движение студенческих отрядов, являясь также участниками движения студенческих отрядов своего периода, так сказать, своей молодости. И вот эта тема наставничества, так сказать, сопричастности и поддержки и так далее, ну, движение студенческих отрядов это ярко выражается. Мгм. Ну вот хотел, Айсен, тебе, вот я могу вас назвать так, Айсен, Да, конечно. пожалуйста, скажите, вы тоже ведь прошли, наверное, это, да, студенческий опыт студенческих отрядов, школу, скажем так, Да, студенческих да. отрядов. Ну, Что дала вот эта работа вот в студенческих отрядах вот вам, как человеку, скажем, в будущем уже, вот сейчас уже во взрослой жизни? Ну, в студенческих отрядах я уже 10 лет. Ага. С 2015 года там работал командиром отряда, выезжал строить космодром восточный в Амурской области. Мгм. И как наши вот ветераны всегда говорят, студенческий отряд это школа жизни. Да. И по мне так, ну, это школу жизни, ну, просто обязан пройти каждый вот человек, и парни, и девушки в студенческие годы. Сейчас мы, в принципе, расширяем наши возможности и даем такую возможность не только в студенческие поры познать, что такое студенческие отряды, но и уже начиная со школьной скамьи. Мгм. Олег, вот вы мастер, да? Да. Все-таки вот считаете, в чем ваша основная задача? Ну, в основном это у нас, так скажем, работа с отрядами, работа с командирами, комиссарами, с командным составом отряда, Мгм. задания от руководителя обрабатывать,
ну и так далее. Мгм. Ну, понятно, в общем-то. А как вот, что... Да, большой пласт работ, как бы, там и взаимодействие Конечно, с работодателями, и с учебными заведениями. Мгм. Ну, вообще сейчас, ну, экономика в стране как бы уже другая, то есть студенческие отряды современности и советского периода, тут две разных, в принципе, вещи. Но и сейчас мы работаем как некая такая организация, которая прям взаимодействует со всеми, и со сферой бизнеса, и с органами власти, и с местным самоуправлением, и со студентами напрямую, с учебными заведениями. И вот такая вот коллаборация. Да, действительно, вот сейчас, конечно, совсем другое, наверное, все-таки, да, если Да-да-да. в этой системе сказать. А скажите, что сегодня себя представляет вообще современный, скажем так, ну, член студенческого отряда нашей республики? Как он из себя, вот, какой он человек сегодня, молодой представитель студенческого отряда Якутии? Айсен, может, что-то вы скажете, да? Целеустремленные ребята, Ну, надежные. Нынешние ребята, они у них подход к работе совсем другой. То есть Совсем? они подходят к решению вопроса так, с неким таким Мгм. больше с интеллектуальной стороны. То есть находят различные выходы, Да, варианты различные просчитывают, да? упростить работу, сделать ее как-то системной и так далее. Ну, то есть вот это влияние и цифровизация и так далее, вот всего этого прям очень сильно сказалось на вообще, в принципе, во всем, и в том числе и в студенческих отрядах. То есть сейчас у нас работа и в строительных отрядах, в других направлениях, ну, прям из года в год расширяется и развивается, то есть появляются новые направления. Раньше мы как бы представить не могли то, что студенческие отряды могли бы работать в сервисе и так далее. Сейчас у нас такое есть. Мы вот последние 2 года думаем над созданием отряда операторов-беспилотников, и чтобы их как-то тоже переменять в народном хозяйстве, так сказать. И, ну, вообще, в целом мы, ну, лично я, вот студенческие отряды, вот последнее время пытаюсь позиционирую как не только организацию, которая вот находит работу для молодежи, там, трудоустраивает и так далее, а некую такую организацию, которая дает возможности быть как-то финансово независимым от родителей, не знаю, быть вовлеченным в большой процесс развития экономики и так далее, иметь возможность набраться опыта, получить какие-то дополнительные знания, рабочие профессии бесплатные через поддержку федеральную нашу по линии субсидий, иметь возможность там обрести других соратников, друзей и так далее. И все это в студенческих отрядах есть. И в том числе и какие-то творческие свои навыки, личностные навыки прокачать. Ну что ж, у нас остается буквально совсем немного до конца эфира, где-то меньше минуты, наверное, даже, да? Может, чуть больше. Олег, что бы вы пожелали вот, студенческим отрядам, тем, кто, наверное, только впервые вольется уже, наверное, да, в новом 2025 году? Так, у нас минута, меньше минуты. Желаю каждому бойцу, каждому командиру-комиссару, каждому нашему партнеру, ветеранам студенческих отрядов в следующем году показать себя только с положительной стороны, отработать на все 100. Так, Айсен, пожалуйста. Ну, призываю молодежь, которая еще не вступила, не узнала, что такое студенческие отряды, узнать, подключиться к нам, связаться с нами и стать частью этого огромного многотысячного движения. Потому что труд крут, и как бы труд сделал из обезьяны человека. Ну что ж, на этой ноте, наверное, мы и завершим нашу сегодняшнюю передачу «Якут сегодня». Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, что были сегодня с нами в течение 40 минут. До свидания, всего доброго. Уходим с эфира. Юрий Сергеев, «Якут сегодня». Всего доброго.